Добрый вечер, уважаемые участники и зрители дебатов Сахамедиа. До выборов главы окружной администрации городского округа город Якутск осталось совсем немного времени. Голосования пройдут 26, 27 и 28 марта. Мы работаем в прямом эфире. Онлайн-трансляции проходят на сайтах Ясия, Якутия Дейли, Эдерстас и на YouTube-канале Сахамедиа. Нас смотрят телезрители каналов Якутия 24 и НВК Саха. Также к нам могут присоединиться слушатели радио Тетим. Тема сегодняшней встречи – детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. Напомним, что главной задачей каждого присутствующего на этой площадке является возможность максимально объективно продемонстрировать достоинства и особенности наших кандидатов, не пренебрегая при этом нормами этики и взаимного уважения. На нашей площадке действуют правила, обязательные для всех участников. Во время проведения дебатов каждый участник в ходе выступления оппонентов обязан соблюдать тишину и не перебивать. Исходя из опыта вчерашнего круга, мы пришли к выводу, что важно отдельно проговорить в момент, когда речь идет о характеристиках третьих лиц, не присутствующих на данных дебатах. Подобные упоминания в негативном ключе считаются неэтичными, и модераторы имеют право пресекать подобное. Если вопрос имеет двоякий смысл, но носит провокационный, оскорбительный или экстремистский характер, а также дублирует смысл уже прозвучавших вопросов, модераторы могут снять этот вопрос с обсуждения. У модераторов имеется право на предъявление желтой карточки с вынесением предупреждения дебатеру и снятием вопроса, а также красной карточки с удалением из зала в случае грубого нарушения. Итак, мы приступаем к первому этапу. Каждому кандидату представляется по 3 минуты на то, чтобы обозначить позицию по объявленной теме «Детские сады и школы, транспорт и строительство жилья» в соответствии с собственной предвыборной программой. Начинает вытянувший первый номер на жеребьевке Иван Комаров. Уважаемый Иван Юрьевич, у вас 3 минуты. Таймер. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Ведущие, телезрители. Хотелось бы поблагодарить за то, что, во-первых, пригласили. Я участвую на дебатах первый раз. Естественно, как бы не секрет то, что есть немножко волнения, что, в принципе, я думаю, естественно. Касательно сегодняшней программы и тезисов, которые я хотел бы озвучить, конечно, прежде всего, городу необходимо развиваться, городу необходимо расти, значит, городу нужно пересматривать ту систему точечной застройки, которая в последнее время у нас действует, что, к сожалению, приводит к образованию, значит, несуразного стиля в плане архитектуры, приводит, значит, к отсутствию парковок, к пробкам, ввиду того, что идет большая нагруженность на центральную застройку города, в то время как окраины и есть свободные площади, которые могут позволять городу развиваться, расти вширь, что, естественно, по моему мнению, дало бы возможность к привлечению дополнительных инвестиций, к развитию строительной отрасли, строительству новых инфраструктур, в плане, значит, водозабора, в плане канализации и тех коммуникаций, которые на сегодняшний день в городе, значит, довольно-таки долгое время были уже построены, и в плане реновации, обновления по части ЖКХ требуют очень больших вливаний. Поэтому моя точка зрения, что городу на сегодняшний день нужно именно развиваться в сторону Табаги, где у нас в перспективе действительно должен быть построен мост. Вот такая вот моя позиция. Спасибо большое. Илья Николаевич, у вас 3 минуты. Время! Да, добрый день, уважаемые телезрители. Я бы хотел обозначить свою позицию по данным вопросам. Первое, хотелось бы сказать, что самая критичная ситуация в городе Якутске связана со школами и детскими садами. То есть это никуда не годится. Мы понимаем, что, видимо, был такой этап, когда
появились долгострои, которые оперативно достраивались и достраиваются. И жизнь диктует нам необходимые меры для того, чтобы быстро исправлять ситуацию. Для этого я предлагаю совершенно очевидные вещи, которые применяются во многих регионах нашей страны. То есть нужно провести аудит и посмотреть, как быстро сделать так, чтобы появились дополнительные детские сады и появились по возможности новые площади для школ. То есть первое, это, конечно, возможное использование первых этажей здания, если касается школ и детских садов. Вторая модель, на мой взгляд, которая даже в Центральной России применяется, я вот помониторил тоже эту ситуацию, например, модульные детские сады и школы. То есть они быстро возводимые, в принципе, они подходят и для климата Якутска и позволяют быстро сделать, например, вот по опыту Тулы там 6 детских садов в год таких вводится. Поэтому я считаю, что это достаточно перспективно. С точки зрения дорог, совершенно очевидно, что деньги на дороги нужно выделять. Больше всего страдают дороги, так называемые внутридворовые, внутриквартальные дороги, которые строились еще при Советском Союзе и совершенно как бы изношены. Да? На это нужно деньги предусматривать и, безусловно, просить больше денег у республики, потому что в республике деньги есть, там можно сократить деньги на те же СМИ, на какой-то пиар, на какие-то ненужные вещи для того, чтобы дать возможности городу развиваться, потому что основное население сконцентрировано в городе. Что касается дорог, также хотелось бы сказать, что необходимо делать удобные парковки, удобные карманы у социальных учреждений для того, чтобы люди могли свободно подъехать к школе, свободно подъехать к медицинскому учреждению, для того, чтобы город становился комфортнее. Самое главное при строительстве дорог – это прекратить всяческое воровство и откаты. Это самое важное, потому что если мы посмотрим по регионам, в основном коррупционная составляющая у нас это медицинские какие-то большие дорогостоящие препараты, которые покупаются, и это дороги, где периодически как бы средства уходят в бетон и в асфальт, и у нас через год дороги начинают плыть. Что касается строительства жилья, необходимо, мы столкнулись с тем, что ипотека подтолкнула покупательский спрос, и необходимо больше строить жилья, больше давать возможности застройщикам. Спасибо. Да, спасибо. Да. Спасибо большое. Михаил Сергеевич, ваши 3 минуты. Время. Заговорился. Добрый день, уважаемые избиратели, уважаемые телезрители. Что-то вяжет у меня сегодня. Вот, значит, ну что не хватает нашему городу? Ну давайте начнем, вот 3 темы обозначили. На 40, значит, во всех школах учатся 47 тысяч человек. Школы рассчитаны на 25, понимаете, в 2 раза больше. То есть мы смотрим, когда заходим в класс, а там по 35, по 40 человек. Учительница просто в принципе не сможет учить детей. Ну, это невозможно, потому что очень много их. За всеми не уследишь. Всем не донесешь вот эти знания, которые нужно. Поэтому школы обязательно нужно строить. Школу нужно строить, нужно пристраивать и нужно расширять. Потому что если нет возможности строить новые школы, то вот как, например, можем взять пример 31-й школы, там построили пристрой. Но возьмем школу 20-ю, там нет спортзала. Дети играют в коридоре в волейбол. Вы были в 20-й школе? Сходите, посмотрите. Волейбол, баскетбол. Это безобразие. Но там на улице есть площадка спортивная. То есть спортивная площадка есть, когда можно играть у нас 3 месяца в году. А теплого спортзала для детей нет. Это неправильно. Нужно построить спортзал. Нужно строить школы, нужно пересмотреть статьи бюджета и больше выделить на школы, потому что образование – это самое главное. Дошкольных учреждений у нас больше, конечно, поскольку все-таки есть еще и, будем говорить, сады такие коммерческие. Да? Вот на них вот больше сделали акцент, их стало появляться больше, они появляются прямо вот в жилых домах. Это сейчас разрешено на первых этажах, но тем не менее их тоже не хватает.
Транспорт. Ну, это извечная проблема Якутска. Просто мы не разберемся с дорогами вообще, если не купим асфальтоукладочный завод. Еще раз объясняю, это машина, которая просто идет сама. Мы ее пускаем ночью, она сама собирает асфальт, сама перерабатывает. Туда добавляют 2 человека щебенку, там, битум, и уже выходит сразу асфальт, каток следом идет и закатывает. За ночь можно весь проспект закатать, понимаете? За ночь. Мы говорим про какие-то годы, про какие-то там 40 километров. Да можно это очень быстро сделать. Но еще самое главное, что мне не нравится. Мне не нравится, что у нас все друг против друга. Вот 2 команды образовались, и они против друг друга. Я считаю, это неправильно. Мы не должны ругаться, мы не должны спорить, мы не должны воевать. Потому что в случае войны всегда происходит взрыв. А соответственно осколки летят и попадают в других людей. Я выступаю здесь как 3-я сила. Я не иду ни в какой коалиции, при этом я не против никого. Я за всех. Я хочу, чтобы все объединились, все вошли в одну команду. Пусть это будет Григорьев, пусть даже Паймушкин, Комаров. Пусть это будут люди, которые болеют за наш родной город. Пусть все будут в одной единой команде. Потому что в прошлый раз Сардана Авксентьева меня просто заблокировал, когда я позвонил. Хотя я занял 3-е место, за меня проголосовало 7,5%, 7,5 тысяч человек. Могла бы взять меня на работу. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Евгений Николаевич, у вас 3 минуты. Время. Добрый вечер, дорогие друзья. Новые школы, новые детские сады, дороги, жилье, ветхий аварийный жилой фонд – это основные приоритеты, по которым мы будем работать. Последние 2,5 года работы в окружной администрации моя непосредственная работа связана с решением этих проблем. Мы выстроили командную работу, и вот некоторые результаты, по которым мы достигли, измеримых результатов. Мы перезапустили программу переселения из ветхого аварийного жилья. Мы идем с опережением в 2 года. В этом году мы переселим 115 многоквартирных домов вместо 20. Мы в этом году сделали большую работу по упрощению работ по договорам развития застроенных территорий. Договора развития застроенных территорий – это инструмент, когда мы можем переселять людей за счет застройщиков. Я ставлю себе четкие измеримые планы в течение ближайших 5 лет переселить 300 деревянных многоквартирных домов. Часть из них мы переселим по республиканской адресной программе, часть из них мы переселим по муниципальной программе, а часть из них по договорам развития застроенных территорий. За прошлый год мы сделали 7 договоров, 33 многоквартирных дома. В этом году мы сделаем 10. Отдельным вопросом сегодня ставится поддержка наших бюджетников. У нас действует наша муниципальная программа, где мы субсидируем бюджетников из отрасли образования. В этом году мы хотим вовлечь туда еще и здравоохранение и культуру, совместно работая с республикой. 850 человек сегодня стоят в очереди, и мы можем им субсидировать покупку жилья, чтобы они заселились в новые удобные квартиры. Отдельным вопросом ставится стимулирование строительства в целом. Сегодня мы строим по 300 тысяч квадратных метров жилья в год. Нам надо строить по 500. Чтобы добиться снижения стоимости жилья за квадратный метр в городе Якутске. Дорожное строительство мы идем по четко выверенным планам в рамках национального проекта БКАТ. Общественный транспорт. Сегодня, очевидно, вся система общественного транспорта требует реформы. Нам надо перестать ездить на пазиках. Пазики должны быть кануть в лету. Мы точно понимаем, что требует пересмотра новые маршруты с заездом, в том числе и в частный сектор. И это та работа, которая должна быть выполнена компетентными людьми. Людьми, которые имеют опыт, которые умеют работать. Я за последние 2,5 года работал в этой отрасли, имею конкретный опыт и измеримые результаты. Моя команда и я точно понимаем, что мы будем делать. Все те планы, которые вы увидите в моей программе это исполнимые реальные вещи. То, как мы будем достигать, имеет везде и всюду план. Я точно знаю, как это сделать. 26, 27, 28 марта я приглашаю вас на избирательные участки сделать ваш правильный выбор за достойное будущее нашего города. Евгений Григорьев, номер 1 в избирательном бюллетене. Спасибо большое. Спасибо. Переходим ко 2-му этапу. Да, и на этом этапе мы попросили наших коллег-журналистов предоставить видео-вопросы сегодняшним дебатерам. Да, каждый из кандидатов с помощью этих конвертов выберет имя журналиста, на чей вопрос и будет отвечать. На ответ дается 1 минута. Начинает Иван Юрьевич Комаров. Выбирайте, пожалуйста, свой конверт. Вопрос будет выведен на экран. Главное сейчас понять, от кого этот вопрос. Хорошо. И
Николай Бестинов, директор радиовещания НВК Саха. На ответ дается Одна минута. Сейчас озвучится Как вопрос. бы вы изменили наш любимый 17-й квартал? Спасибо. Исчерпывающий вопрос. Ваше время пошло. Да, действительно, вопрос весьма наболевший. Значит, не первый год, наверное, уже по 17-му кварталу идут всевозможные дебаты и предложения, что нам с ним сделать. Ну, как можно, в принципе, изменить? То есть есть действительно программы, которые на сегодняшний день нужно реализовывать. Это программы, которые в первую очередь рассчитаны на расселение и снос ветхого жилья, за счет чего, в принципе, я считаю, мы и должны, значит, реализовывать переселение населения из 17-го квартала. Вот. Ну вот, в принципе, вот такой ответ. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос для Ильи Николаевича Паймушкина. Спасибо. Вопрос задает Николай Александрович Крылов, журналист, лауреат Госпремии РСЯ, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Вы меня примете в своем кабинете, когда будете мэром. Я с вами хочу разговаривать по поводу такого священного сакрального озера Сайсары. Озеру нашему этому грозит исчезновение. Дело в том, что надо будет подключить научную сферу и потребуются большие трудовые ресурсы. Что будете делать с озером Сайсары? Да, Николай Александрович, спасибо вам за очень правильный вопрос. Озеро Сайсары – это украшение города Якутска, которое по многим причинам, на мой взгляд, недооценено. То есть, потому что кроме того, что оно существует, и где-то периодически общественники там проводят какие-то мероприятия по уборке, в основном это место отдыха горожан, и по большому счету влияние города на как-то на благоустройство этой территории, на то, чтобы поставить, например, там фонтаны, чтобы было, может быть, лодки на прокат и так далее. То есть его как бы нет. То есть, может быть, необходимо либо дать коммерческому сектору с точки зрения как бы организации досуга и благоустройства, либо, может быть, отдельный МУП создать по городу. Что касается сохранения озера, то его, безусловно, нужно периодически чистить, вот, следить за ним, а для этого должен быть хозяин у него. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос Михаилу Сергеевичу. Вопрос задает Яна Угарова, главный редактор журнала «Журфикс». Поскольку я издаю журнал для семейного чтения, у меня к вам будет такой вопрос. Мы с вами живем в Якутии, где ценятся такие понятия, как предки, сила рода. Кто ваши предки? Как вы их почитаете? И какие у вас семейные традиции? Ваша минута пошла. Хороший вопрос, я с Яной давно знаком. Ну, у меня предки, я должен назвать, не знаю, что фамилии или... У меня есть два дедушки, вернее, были очень такие именитые. Один из них участвовал в комиссии в составе ООН, то есть он летал от Советского Союза еще. То есть русский язык, он осуществлял, значит, работу в таком, значит, разрезе. Русский язык должен был быть как второй на территории Армении, азербайджанский на территории Азербайджана и грузинский на территории Грузии. Он участвовал вот в этом составе. Второй дедушка у меня, значит, работал, значит, в котельной, начальником котельной в Кызылсыре. И там по сей день его помнят. Такой был ярый коммунист. Выступал всегда, будем говорить, ну, как я, наверное. Видимо, я. Знаете, когда у тебя таких два деда, ты не можешь быть просто негодяем, понимаете? Вот. Вообще, я почитаю своих предков, я постоянно бываю на кладбище. Кстати говоря, где нужно обязательно сделать асфальтированные дороги. Спасибо большое, спасибо. Следующий вопрос Евгению Николаевичу. Спасибо. Вопрос задает Дмитрий Макаров, специальный корреспондент ГТРК Саха.
Добрый день. Приветствую всех участников этих дебатов. И мой вопрос следующий. В регионе продолжает действовать дальневосточная ипотека. Социальная мера, конечно, изначально хорошая. Но вот дело в том, что за последнее время только в Якутске цены на квартиры поднялись порой до 40%. Тем самым эффект от программы нивелируется. На ваш взгляд, городские власти могут повлиять на эту ситуацию? Если да, то каким образом? Спасибо за вопрос. У вас минута. Да, безусловно, вопрос хороший. Мы можем повлиять на эту историю. Во-первых, любая стройка подразумевает выделение земельных участков. Сегодня в Федеральном законе, Градостроительном кодексе есть изменения в законе по понятию комплексное развитие территорий, и мы для себя выделяем в первую очередь те категории молодых специалистов, которые сегодня закончили университет и начинают свою жизнь. Для них мы готовы сегодня запустить программу, и она у меня есть в предвыборной программе по стимулированию. Город выделяет землю бесплатно застройщикам, застройщики строят жилье, и часть из этих квартир они будут продавать по себестоимости. Мне, как строителю, понятна структура себестоимости жилья в городе Якутске. Сегодня стоимость на жилье выросла ввиду слишком большого спроса по отношению к предложению. Поэтому, безусловно, необходимо стимулировать предложение. Нам нужно выделять больше площадок под строительство, заходить комплексно по территориям в южном направлении. Надо стремиться к 500 тысячам вводимых квадратов в год. Спасибо большое, спасибо всем участникам. Мы переходим к третьему этапу нашей дебатной встречи. Третий этап называется дуэль. Большинство из вас уже знакомы с правилами. Вы имеете возможность задать прямой вопрос оппонентам на тему сегодняшней встречи, которую я напомню. Детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. Ну, в этот раз каждый кандидат может задать 2 вопроса, но строго после того, как сам даст ответ на вопрос абонента. Второй вопрос может быть на произвольную тему, но просьба соблюдать наши правила, не переходить на личности, не оскорблять и не провоцировать друг друга. На формулировку вопроса вам дается 30 секунд, время ответа 1 минута. Уважаемые кандидаты, не забывайте, что, во-первых, это джентльменская дуэль, вы джентльмены. Во-вторых, что, еще раз напоминаю, первый вопрос обязательно должен касаться сегодняшней темы. Ну и про желтые и красные карточки тоже не забывайте. Ну и напомню, что дуэль проходит в 3 круга, начинают цифры, кафедры с меньшей цифрой. Давайте не будем размусоливать и начнем. Первый вопрос задает Иван Юрьевич, отбивается Евгений Николаевич. Ваш вопрос, время. Евгений Николаевич, вопрос такой. Я, к сожалению, в начале своей части выступления не высказал всех тех тезисов, которые были намечены, но, значит, вопрос следующего характера. Как вы относитесь к идее о муниципальном и государственном заказе на строительство малоэтажного жилья в новых районах города? У нас необходимо стимулировать в принципе строительство, но нужно понимать, что сегодня государственный заказ на жилье у нас должно быть по следующим программам. Это программа переселения, предоставления льготным категориям, в частности детям-сиротам. Сегодня рассматриваются варианты в городе Якутске строительства любых объектов, которые имеют положительное заключение государственной экспертизы. Если у какого-то застройщика будут проекты, связанные с малоэтажным строительством, и будет положительная экспертиза пройдена, и он строит в соответствии с всеми нормативами, то почему нет? У нас разницы привязки к этажности нет. Но с другой точки зрения, если погружаться в экономику проекта, в конкретного строительного, то ввиду в городе Якутске ограниченности площадок под застройку, застройщикам, конечно, интереснее строить многоэтажное строительство. Но мы готовы выкупать и среднеэтажное, и малоэтажное, разницы нет. Ваш ответ? Встречный вопрос. Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, сегодня Международный день людей с синдромом Дауна, солнечных людей, в том числе и детишек. В данный момент наша телебашня подсвечена желтым светом. В силу этого, имея острый дефицит сегодня мест в общеобразовательных школах, каким образом развить инклюзивное образование в существующих реалиях? Пожалуйста. Евгений Николаевич, вопрос на самом деле весьма интересный, и к коллегам должен обратиться, значит, с тем, что вот так вот сходу я на этот вопрос не готов вам ответить. И считаю, что непосредственно данным вопросом действительно нужно заниматься, и
нашим детям необходимо уделять более должное внимание, заниматься развитием и, естественно, создавать для детей, если есть какие-то отклонения, то не ограничивать их, а стараться, наоборот, прививать к тому, что прививать их к обществу, значит, чтобы они могли чувствовать себя комфортно. То есть создавать для них, возможно, в тех же школьных учреждениях какие-то дополнительные классы и так далее. Вот как-то так, товарищи. Спасибо за ответ. Можете на произвольную тему задавать свой вопрос. Время. Ну, собственно, вопрос такого характера, значит, его уже неоднократно обсуждали. И, наверное, вопрос для всех нас, горожан, наболевший, каким образом вот нам действительно, меня как водителя тоже это интересует, избавиться от пробок. Спасибо, Иван Юрьевич. Я как водитель разделяю ваши негодования. Смотрите, у нас в принципе в городе Якутске, благодаря нашей усердной работе в прошлом году с Министерством транспорта и Министерством связи, мы выиграли в рамках национального проекта БКАТ конкурс. Росавтодор нам выделит 400 миллионов рублей на формирование интеллектуальной транспортной системы. Первые шаги в этом году мы почувствуем, это будет оптимизация всех светофоров и связь их в единую сеть, которые будут управляться. Все светофоры сегодня управляются по прошлому веку, это подойти каждому в шкафчик отрегулировать. Изменение только светофоров разгрузит дороги на 20%. И, безусловно, это строительство новых развязок, расширение дорог, и, значит, где можно делать 4 полосы, надо делать 4 полосы на выездных магистралях. Сегодня необходимо также оптимизировать работу общественного транспорта, чтобы у людей была альтернатива личному транспорту. Велодорожки в летнее время надо строить. Таким вот образом будем. Спасибо большое. Можете задавать свой вопрос на произвольную тему своему оппоненту. Время. Да, Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, как вы видите, в каком формате мы должны работать с ветхим аварийным фондом, который остался вне республиканской адресной программы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Касательно ветхого фонда, который действительно у нас не попадает, а такого фонда, по моему мнению, на сегодняшний день достаточно много, и, наверное, в ближайшем будущем еще прибавится, потому что у нас и каменные дома, которые существуют, они подходят к тому периоду, когда, значит, срок эксплуатации у них заканчивается. На сегодняшний день много каменных домов, не только деревянных, находятся в плачевном состоянии. Вариант, значит, по моему видению, существует такой, что необходимо привлекать государственно-частное партнерство, значит, соответственно, объявлять, как вы уже ранее сказали, аукционы для предоставления застройщикам дополнительных земель, что позволит создавать и строить новые площади, ну и, соответственно, впоследствии заниматься переселением, возможно, предоставлением льгот горожанам. Спасибо. Переходим к следующей группе наших дуэлянтов. Начинает кафедра номер 3, парирует кафедра номер 4. Это у нас начинает Илья Николаевич, отбивается Михаил Сергеевич. Приступайте, время. Да, Михаил, я бы хотел узнать ваше мнение по поводу платной парковки в центре. Как вы считаете, есть ли такая необходимость для Якутска? Спасибо. Я против. Просто по той причине, что, вы понимаете, у нас сейчас даже мест под парковки нормальных нет. Сначала нужно заасфальтировать все бесполезные места. Вокруг поликлиник, школ, детских садов. Подъехать невозможно. Едешь по косогорам, дети между машин проходят, чтобы выйти туда к родителям. И родители, соответственно. А еще если идут с санками, представляете, как это неудобно. Я считаю, все бесполезное нужно заасфальтировать. Там, где стоят железные гаражи, их надо убрать. Для этого есть специальная стоянка на Вилюйском тракте. Понимаю, что людям удобно железный гараж, когда во дворе. Ну, значит, надо искать какое-то другое место возле дома, ну, по прописке, и именно для автомобиля. А парковки нужно сделать, обязательно заасфальтировать. Вот эти, знаете, торчат трубы. Вы, наверное, видели, у нас тут лежат где-то кусок бетона, там какая-то плита непонятная. Все убрать, все заасфальтировать. Пусть люди ставят машины там, где им удобно, поскольку все-таки они приезжают либо на прием, то есть это стоят очень долго по времени, там бывает, либо кого-то приезжают навестить, я имею в виду кого-то в больнице. Поэтому спасибо. Вот так вот. Встречный вопрос на заданную тему.
Илья, вот вы говорили в прошлый раз, значит, на наших дебатах про остановки, вот, ну, связано с транспортом. Вот смотрите, у нас сейчас происходит так, если в теплой остановке есть какой-то магазин, и этот магазин закрыт, то люди в эту остановку попасть не могут. По причине просто того, что магазин закрыт и закрыли остановку. То есть, понимаете, они закрывают. То есть остановка сделана для людей, а там магазин, и он закрывается. Да, там есть телевизор, да, там вот, значит, табло висит, когда подходят автобусы. Вот что вы считаете нужно сделать? Да, спасибо. Я, честно говоря, сегодня только думал на эту тему, был на центральном рынке, вот, и как раз увидел рядом тоже там какая-то кредитная организация, совмещенная с теплой обстановкой. И я вновь задумался, в принципе, на самом деле, вот как мы говорили про общественные туалеты, да, то есть здесь тоже должен муниципальное учреждение обслуживать. Потому что мы сами понимаем, что частник сегодня есть, завтра его нет. Частник может быть добросовестный, недобросовестный. То есть много просто связано с сохранностью остановок. Потому что там, где частник, вот вы сказали, закрылся частник раньше, соответственно, в этой остановке может быть что угодно. То есть там распивают спиртные напитки, люди хулиганят. Я видел по городу много, хотя бы, казалось бы, новые достаточно остановки, разбитых стекол. Поэтому лучше всего, когда муниципалитет берет это, устанавливает, обслуживает и, соответственно, следит за порядком. Там, я считаю, это оптимальным вариантом. Спасибо. Илья Николаевич, ваш вопрос на произвольную тему. Ну, я, честно говоря, хотел спросить, вот на ваш взгляд, насколько мы с вами, как люди, которых пытаются от выборов отстранить, как вы считаете, у нас Верховный суд завтра, то есть насколько восторжествует правосудие, восстановит нас с вами завтра или нет? Спасибо. Честно говоря, я не знаю, кто пойдет против Конституционного суда, вот, но бывает и такое, все-таки это Россия, вы понимаете, да, о чем речь. Но при этом у нас ведь с вами еще и судебная дуэль, да, так что один подал на другого, и смотрите, мы без обид, да, мы просто спокойно разговариваем, даже, по-моему, в прощенное воскресенье в суде прям попросили прощения друг у друга, так что вот так вот, то есть я считаю, мне вот знаете, что не нравится? Мне не нравится вот это нагнеталово, вот это нагнетают и нагнетают, со всех сторон нагнетают. Что нагнетать? Так мы же понимаем, кто нагнетает. Война идет, ну, нагнетают все. Нельзя нагнетать. Ну, у нас город добра или чего? Мы зажигаем сегодня, значит, башню в честь вот детей, да, которые больные. И при этом мы что-то там устраиваем в соцсетях, какая-то война у нас идет, возня. Но это неправильно, так быть не должно. Давайте прекратим. Мы же созидать пришли. Мы любим наш город. Давайте вместе его объединимся и сделаем его лучше. Ну какая разница, кто будет первый, второй, третий? Главное, чтобы все вошли в команду. Спасибо. Илья Николаевич, просим не комментировать ответ своего оппонента. Михаил Сергеевич, ваш вопрос на произвольную тему. Время. Я бы вас хотел спросить, как бы вы поступили, вот у нас помимо вот детей с синдромом Дауна, вот говорят, солнечных детей, помимо этого у нас еще есть много глухонемых, у нас есть общество слепых, у нас просто много инвалидов от разных групп. Не знаю, может быть, это север влияет, может быть, какие-то другие причины. Вот как считаете, имеет ли смысл, ну, я просто скажу, к примеру, пока у меня есть время, в парке у нас есть бесхозное здание, в которое играют в пейнтбол. Вот имеет ли смысл там организовать для них специально вот какой-то дом поддержки, назовем его? Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос актуальный. Я даже, честно говоря, когда оппонент выступал, хотел дополнить. Дело в том, что все, понимаете, зависит от желания властей. Да? То есть я когда работал в правительстве Московской области, и у нас была уполномоченная по правам ребенка Оксана Пушкина, мы тесно с ней взаимодействовали, я отвечал за связи с общественностью, и была одна организация, она муниципального уровня, но потом сделали из нее на региональную организацию именно детей, которые ограничены, ну, в каких-либо, имеют какие-либо отклонения, да, и вы знаете, то есть, когда действительно есть локомотив, когда есть лидер, когда есть желание у первого лица, в данном случае у главы республики, либо у главы города, выделить помещение, вот, выделить какие-то средства грантовые, все возможно. И этими людьми нужно заниматься, вы поверьте, они очень талантливые люди, и даже их рисунки покупают с аукционов. Спасибо большое, завершился один из кругов. Сейчас приступаем к диагональной повестке. Стартует Иван Юрьевич, отбивается Илья Николаевич. Время.
Илья Николаевич, вопрос следующего характера. Если вдруг, будучи главой, значит, все-таки в первую очередь, что бы вы хотели изменить в городе? По теме. Самое главное, что бы я и хотел искоренить, это касается и нашей темы, это коррупция и откаты. То есть мы реально понимаем, что идет вот предвыборная кампания, вкладываются деньги, да, мы видим, какие кандидаты сколько тратят денег. Соответственно, чем они будут рассчитываться, эти кандидаты? То есть нужно реально понимать, что если придет честный и порядочный человек в город хозяином, тогда он просто-напросто прекратит и не даст возможность воровать. Это первое. Чего, возможно, очень не хотят республиканские власти. Это первое. Второе. Я бы хотел, чтобы дверь в мэрии была всегда открыта, и с 6:30 утра, когда я там буду находиться, люди приходили свободно до начала рабочего времени, там, до 8 или до 9 часов, свободно, не без всяких там ограничений. И просто в живую очередь я бы их принимал для того, чтобы выслушать их проблемы. И все решения я обсуждал бы с жителями. Выезжал, общался, и только мнение жителей брал бы как главное и определяющее. Спасибо, Илья Николаевич. Напоминаем, что у нас тема, первый вопрос касается темы детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. Иван Юрьевич вынужден показать вам желтую карточку, так как он был немножко размытый вопрос. Илья Николаевич, можете отбиваться, задавать вопрос по этой теме. Да, спасибо. Я бы хотел узнать по поводу строительства жилья. Вы, как предприниматель, как считаете, то есть строительство жилья в Якутске, насколько возможно и насколько, вот просто меня несколько смутил ответ, что вот предпринимателя можно как-то заставить, чтобы он часть жилья там бесплатно выдавал для каких-то людей, там, молодых специалистов там, и так далее, каких-то категорий людей. Насколько это реально? Спасибо за вопрос. Во-первых, касательно жилья. Значит, я повторюсь уже ранее сказанному, и я, насколько правильно ваш вопрос понял, бесплатно вы имели в виду где-то мои высказывания? Нет, были высказывания в целом в студии одного из оппонентов. Вопрос в другом, то есть насколько реально строить жилье, насколько реально предоставлять, обязывать предпринимателя предоставлять жилье каким-то отдельным категориям бесплатно. Ну, все, вопрос понятен, спасибо. Значит, строить жилье в любом случае необходимо. Во-первых, необходимо, потому что город растет и площади требуются, это раз. Во-вторых, любое строительство влечет за собой экономическое развитие тех предприятий города, которые завязаны в нашей, значит, инфраструктуре. Вот, это второе. Ну и третье, соответственно, значит, бесплатно соглашусь. Нет. Спасибо. Вот теперь вот можно задавать вопрос на произвольную тему. Время. Значит, коли уж так получилось, что первый вопрос был произвольным, за что я желтую карточку получил, да, второй вопрос, наверное, будет следующий. Несмотря на то, что все-таки дороги у нас в городе строятся, вот как решить вопрос с тем, чтобы они, если и строились, то, по крайней мере, стояли как минимум, больше, чем на сегодняшний день, потому что дороги, если честно, не выдерживают критериев качества дорог. Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, я просто во многих бывал регионах и везде видел, казалось бы, например, там Самара, да, Чебоксары, там Великий Новгород, Нижний Новгород, везде разные подрядчики. Например, самарцы обслуживают Ульяновскую область, Чебоксары обслуживают даже Нижний Новгород. И везде разное качество. То есть я бы выбирал, прежде всего, подрядчика, который будет отвечать по ГОСТу делать, и, во-вторых, заключать договора с ними так, чтобы они в течение максимального количества времени, насколько это возможно, периода, отвечали за обслуживание этой дороги. Потому что, например, в Израиле как делают? То есть дают на 20 лет в обслуживание, и, соответственно, эти люди делают, им невыгодно, так как они потом будут восстанавливать эту дорогу. Также делайте здесь. Пускай начать с минимальных сроков, но, тем не менее, делать так, чтобы людям было невыгодно делать плохо. Спасибо. Спасибо. Ваш личный. На произвольную тему, да? У меня такой вопрос, опять же, не в обиду, просто так получилось, что вот нас
суд городской снял с выборов по основаниям, что у нас не было якобы там списка уполномоченных, хотя я уполномоченный и кандидат, я должен, получается, сам себе написать список и сам себе написать согласие, что я согласен быть сам себе уполномоченным. У вас тоже их не было, но тем не менее вас городской суд восстановил как кандидата. Чем вы это объясните? Спасибо за вопрос. Значит, ну здесь, во-первых, нужно, наверное, сказать спасибо тем людям, которые помогли, имеется в виду юристы, все-таки грамотные люди, которые хорошо разбираются, значит, непосредственно в делах данного характера. А все-таки при восстановлении не только нас поддержали юристы, да, но и также прокуратура нас поддержала за то, что нас незаконно отстранили. Если, значит, говорить далее, то действительно на сегодняшний день есть решение, значит, суда, получается, по Московской области, да, где, ну, где, соответственно, по таким же основаниям, то есть кандидата отстранили, но потом восстановили. То есть, вот, собственно, все. Спасибо большое. Переходим к еще одной паре. Григорьев Евгений Николаевич наступает, отбивается Заболотный Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас в городе Якутске есть проблема с вертикальными планировками, связанная с отсыпкой земельных участков. Зачастую, кто выше отстроится, тот отсыпает, заводняет соседние земельные участки. Как вы собираетесь решать эту проблему? Спасибо. Вы знаете, для начала я бы хотел с людьми пообщаться. Вот дело в том, что у нас ведь что происходит? У нас дома горят, дома тонут, а мы не слышим людей. Почему не слышим людей? А потому что после того, как дом сгорел, войдут они вот в эту аварийную программу, как погорельцы, или не, войдут в федеральную, кстати сказать. То есть непонятно, им непонятно, как дальше быть. Я считаю, что глава города обязан заставить всех жителей города Якутска оформить землю под своим домом. Особенно, если это деревянные аварийные ветхие дома. Тем самым это гарантированно будет то, что эти люди когда-то получат жилье. Просто по причине того, что на этих местах можно будет строить дома. Как мы собираемся с этим бороться? Ну, если строится рядом дом и происходит отсыпка, то, естественно, маленький дом утонет. Тут как бы ничего не поделаешь. Тут, во-первых, для этого строят котлованы рядом с домами, чтобы туда вода ушла, вот эта талая. Ну, вот такое мое мнение. Спасибо. Спасибо. Ваш встречный вопрос на заданную тему. Евгений, можно я буду Евгений, да? Вы немножко моложе, да и как бы молодо выглядите хорошо. Значит, вот вы уже как 2,5 года, вы сказали, заместителем являетесь главы города Якутска. Вот скажите, почему вам не пришла такая идея? Может быть, просто как бы это не ваша сфера была, хотя, насколько я знаю, ваша. Вот, к примеру, в Мирном есть водоотведение дорог. Почему нельзя сделать этого у нас? Ведь там тоже вечная мерзлота. Водоотведение дорог у нас сегодня делается по водоотводным лоткам. В тех проектах, где мы заходим на капитальный ремонт и реконструкцию, мы везде строим новые лотки. Сегодня проблема лотков и водоотведения в принципе стоит в городе Якутске. И для того, чтобы решить эту проблему, нам первоначально нужно сделать базовый документ. Схема водоотведения города Якутска. Этим документом мы занялись с этого года. Исходя из этого, мы будем выполнять проектные работы и выдавать технические условия на все объекты строительства, которые будут делаться в городе Якутске, в том числе по уровню вертикальных отметок. Мы сегодня для себя видим трехступенчатую систему водоотведения. С дворовых территорий мы должны уводить воду на внутриквартальные проезды. По внутриквартальным проездам мы должны доходить до магистральных улиц. На всех магистральных улицах мы сегодня строим водоотводные лотки для того, чтобы обеспечить водоотведение как с дороги, так и с прилегающих территорий. Спасибо. Спасибо большое. Можете задавать вопросы на произвольную тему. Время. Скажите, пожалуйста, Михаил Сергеевич, вот хочу вопрос задать на тему, связанную с автобусами. Вот у нас сегодня есть автобусы, которые имеют разные пассажиропотоки, в зависимости от паспорта маршрута, который был сделан исторически. Есть маршруты менее рентабельные, чем другие. Вот как обновить автобусы на менее рентабельных маршрутах? На менее рентабельных. Ну, во-первых, смотрите, сами маршруты по себе одни длиннее, другие короче.
Вот из этого и нужно исходить. А вы знаете, я бы, знаете, что сделал? Я бы вообще вот не единый тариф бы сделал, а разный тариф. У нас есть отдельный тариф для иногородних, я имею в виду для межгорода, будем говорить, я имею в виду пригородные автобусы. А я бы сделал и для этих автобусов разные тарифы. А почему нет? То есть это же капитализм, экономика. Ты хочешь себе большой, я имею в виду длинный маршрут, у тебя будет выше тариф. Я имею в виду тариф у самого предпринимателя. У тебя короткий маршрут, меньше тариф. И, соответственно, это будет отражаться. То есть вы знаете, что на тройке вы едете за 25 рублей, а на 14 вы едете, условно, за 30. Понимаете? Было бы интересно. Спасибо. Спасибо. Можете парировать, задавать вопрос на произвольную тему. На произвольную. Собственно, она не может быть произвольной. Вот, Евгений, у нас есть в городе тюрьмы, где сидят заключенные. Мы когда вот говорим о чем-то, мы забываем о разных слоях. А это ведь огромный слой населения. Я почему о них хочу спросить? Я просто говорю о том, что можно ведь им дать муниципальный заказ. Пусть они делают детские площадки деревянные, там мебель для лагерей, детских садов, школ. Тогда нам не нужно будет закупать. Как вы считаете, как вам идея? Законодатель давно определил такие виды работ. По федеральному закону 44-му у нас есть перечень работ, по которым мы взаимодействуем с УФСИНом. Это делаем не только мы, это делают все муниципальные образования или государственные органы власти, в которых есть потребность в закупке материалов и услуг, которые делаются в местах заключения людей. Поэтому эта практика уже есть. Более того, мы в прошлый пандемийный год, когда была сложность с трудовыми ресурсами, подключали людей по линии УФСИНа для работ на строительных площадках. Эту практику мы применяем, люди получают новые навыки, знания и при выходе на свободу уже могут применять их в своей обычной жизни и становиться теми же строителями, что я считаю безусловно позитивной повесткой, что в жизни каждого уже появляется возможность выровнять свою судьбу, пойти правильным путем. Спасибо. Спасибо большое. Завершился еще один круг. Сейчас у нас Комаров Иван Юрьевич задает вопрос Заболотному Михаилу Сергеевичу. Первый вопрос на тему. На «ты» можно. Михаил, собственно, вопрос такого характера. Как вы относитесь к государственно-частному партнерству в плане строительства школ и детских домов, садов? В нашем случае к муниципально-частному партнерству имеете в виду, да, МЧП? Я положительно отношусь, очень положительно. Во-первых, это нормальная практика. И не только детских садов и домов. Вот мы говорим про 17-й квартал. Но там нет коммуникаций. Там нет коммуникаций, понимаете, серьезных. И можно все там снести. Все снести, заасфальтировать, поставить дома. Согласовать с авиаторами. Тут говорят, рассуждают. Там, предполетная зона. Согласовать с ними. 5-этажные это дома будут или 20-этажные. Я не знаю. Какие у нас разрешены 16-этажные. То есть людей оформить землю. Им тогда люди будут, понимаете, в безопасности они будут. И, соответственно, там устроить школы, детские сады. И вот вам, пожалуйста, муниципально-частное партнерство. Выгодно застройщику. У нас есть СИТИМ, ДСК, УТУМ, Прометей. У нас куча компаний, Стройкон. Да они могут построить, понимаете, еще и конкуренцию между ними создать. Посмотреть, какой дом лучше построен. И мы будем видеть сразу, кто из них, собственно, строит лучше. Они Спасибо. построят школу. Спасибо. Ваш встречный вопрос на заданную тему. На заданную тему. Скажите, имеет ли все-таки смысл, я уже сказал вот про, все-таки я немного отвлекусь, поскольку я хочу вас спросить именно про, меня беспокоят инвалиды, их очень много. Вот им неудобно, их неудобно транспортировать, неудобно. Должно быть либо социальное такси, либо специальные автобусы, понимаете? И если к привязке вот к тому зданию, о котором я сказал, в парке, например, сделать, то было бы очень здорово, понимаете, они у вас были бы защищены. Как вы считаете, стоит такое создать и как это сделать? То, что создать необходимо, это безусловно, и это уже проговаривалось другими оппонентами. Вот, наверное, так совпало, что сегодня я сам вынужден был такое такси заказывать. То есть по необходимости мне нужно было тетю отвезти, в дом инвалидов в Махсагаловку. Заплатил я за это ни много ни мало, я не знаю, в общем, по меркам, считаю, что, в принципе, сумма 13 тысяч рублей,
если говорить про пенсионера, то она существенная. Это много. Да, вот. Но тем не менее, то, что такая служба необходима, и то, что ее нужно создавать, естественно, при, возможно, какой-то социальной программе, которых на сегодняшний день, я считаю, что тоже достаточно, нужно просто грамотно работать специалистом в мэрии. То есть ей непосредственно мэру задаваться этими вопросами, но служба такая нужна. Иван Юрьевич, можете задавать свой встречный вопрос на произвольную тему. Вопрос следующего характера, значит, вот в городе, да, этот вопрос тоже у нас уже звучал, неоднократно его обсуждали. Все-таки как нам, значит, предотвратить борьбу, значит, с так называемой пылью. Понятно, что песок это самый дешевый и, может быть, экологический материал, но в конечном счете, если брать раннее поколение, мы от этого не страдали. Сейчас страдает весь город от пыли. Мне вообще непонятно, почему мы не берем опыт других городов и других стран. Вот в нормальных городах на въезде, я вот к вам обращаюсь, на въезде есть мойки, большие мойки. Грязная машина заезжает туда, моется бесплатно. На въезде в каждый город есть маленькие водоемы, а где-то и большие. Можно брать воду. Земля сама фильтрует воду, это я вам как эколог говорю, 10 метров, приехали помыть машину, 10 метров отъедьте от воды. Земля профильтрует, ее будет чистая вода, не мойте в озеро грязь и пыль. Соответственно, люди заезжают, понимаете, машины будут чище, красивее, не будет пыли. Ну а вот эти вот машины-пылесосы, которые ездят, это просто безобразие, которые ездят и создают пыль. Вот как раз сюда конкретно и нужно пускать людей, которых мы нанимаем, которые приезжают к нам работать. Вот сюда мы их в оранжевых жилетах, мы и должны их привлекать, чтобы они собирали эту пыль лопатами, чтобы ее не несло по всей дороге, когда невозможно ехать и нечем дышать. А у нас и так смог, комары, ну и, соответственно, пыль. Спасибо. Ваш встречный вопрос на произвольную тему. Иван, скажите, вот улетела мысль. Я хотел вас спросить, как вы считаете, мы все-таки, что нам нужно сделать, чтобы победить мусор? Вот ведь вы знаете, да, что чисто не там, где, значит, убирают, а там, где не мусорят. Что нам нужно сделать? Как нам донести до горожан, что ну нельзя мусорить, но это просто, ну это неприлично, я бы сказал. Не говоря уже о том, что просто некрасиво. Спасибо. Ну, на этот вопрос нужно, наверное, отвечать следующим образом. Вот каждому из нас с детства закладывали родители, потом педагоги, значит, говорили о воспитании, что можно, что нельзя. Ну, соответственно, на сегодняшний день я считаю, что, во-первых, тот менталитет, который у нас на сегодняшний день существует, значит, его, естественно, нужно каким-то образом менять, потому что, ну, есть такая проблематика, да, кто-то там едет, допустим, позволяет себе там открыть окно и выбросить, значит, будь то окурок или там какие-то другие виды мусора. Вот. Естественно, это говорит только о человеческой натуре. В целом, значит, ну, к этому нужно подходить более рационально, я считаю, и, значит, спасибо. Решать вопрос, в общем, сообща. Переходим к нашей финальной паре. Это Григорьев Евгений Николаевич и Паймушкин Илья Николаевич. Григорьев Евгений Николаевич нападает. Время. Илья Николаевич, вот я сначала прокомментирую то заявление, которое вы сказали. Я сказал, мы будем продавать по себестоимости, по льготной цене для бюджетников. Я считаю, они это заслужили. Теперь вопрос. Мы в городе Якутске сегодня застраиваем новые дома на территориях, где снесли старые дома. То есть на застроенных территориях. Мы строим в вечно мерзлых грунтах. Как вы собираетесь в этих условиях контролировать вечную мерзлоту и ее сохранность? Пожалуйста. Вопрос интересный, но для этого я понимаю, что вам заранее написали, вы там по бумажке читаете.
единственный из всех из нас. Но этим занимаются специалисты, те, кто строит. Давайте говорить о том, что нужно в республике принимать закон о реновации. Госдума дала вот такую возможность регионам. Давайте это жилье не ждать, чтобы люди переселялись по 30 лет, обещаем им, по 20 лет, чтобы они в очередях стояли. Давайте построим там им новое жилье и переселим из этих деревяшек. И закроем за 2, 3, 5 лет этот вопрос, если придет ответственный застройщик. По поводу, как я буду соблюдать мерзлоту, ну, знаете, для этого есть специалисты. Я честно скажу, я не специалист по мерзлоте. Если вы специалист, я за вас только рад. Спасибо. Ваш вопрос встречный и, наверное, одна желтая карточка за несколько некорректные высказывания. Да, у меня вопрос такой, который будоражит многие социальные сети. Вот у вас... Вы были инноватором, строили так называемый сахапаркинг, где были сначала доля государства одна, потом она уменьшалась и так далее. Вопрос такой, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, где деньги, Зин? Еще одна желтая карточка. Да, по вопросу сахапаркинга я могу ответить. Извините, пожалуйста, в данной ситуации вы должны были задать вопрос на конкретную тему. Я могу ответить, они просто раздувают. Детские сады, школы, транспорт, строительство жилья. Хорошо, продолжаем уже, раз начали отвечать, Евгений Николаевич. Да, на самом деле вопрос уставного капитала и взаимоотношения договоров с венчурной компанией, они все открыты. И здесь, получается, был залог доли и выкуп доли, который был связан с объектами строительства. Сегодня вся доля находится в залоге, не переживайте, в этой компании и тот капитал, который вложил я, он находится в залоге у венчурной компании, поэтому государство ничего не потеряло, государство приобрело парковки, и все они в залоге у венчурной компании. У вас есть возможность теперь на производную тему. Да, скажите, пожалуйста, вот... у нас в городе Якутске 48,5 детишек учатся в школах. А из них треть изучает якутский язык, родной язык, наш государственный язык. Скажите, пожалуйста, вот я встречаюсь с родителями, и у многих есть обоснованное желание, чтобы дети знали язык лучше. Как вы собираетесь, какие мероприятия вы бы смогли сделать для того, чтобы увеличить количество детей, изучающих родной язык? Илья Николаевич, пожалуйста. Да, спасибо. Я ждал этого вопроса. На самом деле здесь тоже нельзя перегибать. Русский, якутский. Мне кажется, здесь вы тоже на грани немножко играете, но я отвечу. Смотрите, все зависит от потребностей. Если у нас жители хотят, чтобы больше было уроков, либо были специализированные школы, это необходимо делать. То есть есть люди, которые хотят, чтобы их дети воспитывались в определенной культуре, собственно, там был язык, определенные традиции, чтобы они больше изучали культуру родного народа. Я не против, чтобы такие школы появлялись. Необходимо, чтобы были узкоспециализированные школы, мы видим, потому что мир, он настолько сейчас многогранен, что нужны узкие специалисты. Давайте делать школу, которая будет изучать гуманитарные науки, школу, которая будет лучше изучать иностранные языки, может быть, специализированную школу по китайскому сделать, которая информатика будет школа. То есть нужно плясать от потребностей и понимать, то есть, что нам нужно делать конкурентоспособных наших детей. Это самое важное. Они должны быть конкурентоспособны в нашем мире. Спасибо. И финальный вопрос этого этапа на произвольную тему. Да, у меня вопрос такого плана. То есть мы видим, что больше всего агитации везде, на телевидении, на радио, в билборды, больше всего у партии «Единая Россия». Я хотел задать простой вопрос. Вот за чей это счет и кому вы будете должны после выборов эти деньги? Будете отвечать, но желтую карточку. Да, я могу ответить. У нас есть у каждого, как и из вас, есть избирательный счет. На избирательный счет поступают средства от людей, которые поддерживают нас, наши родственники, друзья, сторонники. И с этого счета происходит оплата за услуги рекламы. В принципе, все это прозрачно и видно. Я думаю, вы сами в этом больший специалист, чем я. Поэтому никому я ничего не должен. Я должен здесь только своему народу. Спасибо, спасибо. Ну что ж, спасибо большое за эти раунды. После такого напряжения, мне кажется, необходимо нам прогуляться по любимому городу.
Мы все много говорим о том, как мы любим город Якутск, но весь вопрос в том, насколько мы его знаем. Да, и этот тур так и называется «Улицы родного города». Конкурс несложный, однако проверяющий ваши знания и способность ориентироваться в городе, мэром которого вы хотите стать. Каждому кандидату будет показана фотография, по которой нужно угадать, на какой улице или в каком районе она была сделана. То есть не что она показывает, а откуда она. Очередность по кафедрам. Начинает кафедра номер 1, это Иван Юрьевич Комаров. На ответ дается 30 секунд. Рассуждение вслух приветствуется, разрешается. И поехали! Итак, внимание на экран. Первый фотовопрос. Что это? Ну, где это? Уважаемые друзья, это, естественно, фотография старого города. Вид, значит, стеллы. Отсюда также видно, значит, вдалеке 203 и, соответственно, там 202 микрорайон и улица называется Чернышевского. Можете посмотреть ответ правильный или за кафедрой находится конвертик. Да, Вот, у вас внизу конверты лежат с правильными ответами, но их могут брать только те, кто уже ответил. Да. Какая же улица? Ну, улица Чернышевского. Спасибо. Отлично, хорошо. Да. Кафедра номер 2. Евгений Николаевич, внимание. О, вот это сложный вопрос. Что вы видите? Так, ну я учился в этом районе, республиканский колледж, я учился в здании ГУКа. Это стоит общежитие ЕГУ, это стоит котельная ЕГУ. Ну, вот это новое здание, построенное в общежитии. Поэтому здесь вот, это мой родной район, с 6 по 11 класс проучился. А улица? Да, не надо улицу, это как раз район. Это Студгородок. Студгородок. Можете посмотреть. Я, кстати, не ответил бы, потому что мы учились в розовом здании там рядом. Да, Студгородок. Отлично, спасибо. Следующий участник, Илья Николаевич, вам, наверное, будет сложновато. Где это и какая улица? Да, на самом деле действительно сложновато, хотя город я не один раз вдоль и поперек и проезжал, и центральную часть проходил. Но я думаю, это вот улица, которая, наверное, Дзержинского, которая вот рядом по этой улице у ФСБ стоит, нет? Можете посмотреть? Ну, что вы видите? В принципе, тут сориентироваться-то можно при желании. Почему? Потому что там есть несколько характерных зданий, которые... Ну, вот улица Лермонтова. Вот, отлично. Ну, приступаем к четвертому. Человек за 4-й кафедрой, Михаил Сергеевич. Очень просто. Ну, это кажется, я что-то с этого ракурса не могу понять. Да, это двор, конечно. Так, это, по-моему, первая поликлиника там вдалеке, если я не ошибаюсь. Это... Вот красное кирпичное здание вы имеете в виду? Нет, я имею в виду желтое. Красное кирпичное здание. Вот красное обратите на него. кирпичное здание. Красное кирпичное, да. А там, по-моему, дворец детства, да, вдалеке? Да, такое здание только одно. Что я... Ну, хорошо. Ваше предположение последнее. С этого ракурса, сейчас вам скажу. Так, подожди, или это за... Это со стороны Орджоникидзе улица, по-моему. Хорошо, посмотрите. Смотрите, это центр города. Ракурс действительно необычный. Но это район... У меня нет. Там внутри. В каком конверте? Позвольте. Тут у меня нет ответа. Ну, это район магазина ЛНР, насколько я понимаю. Это красное здание, Илтумен. Да, красное здание, это здание Илтумен. Ну с этой стороны просто не видно, что оно кирпичное, оно так освещается. Ну, в любом случае, вы же понимаете, что это шуточный конкурс. Больше шуточный конкурс для того, чтобы разрядить обстановку и для того, чтобы перейти к самой ожидаемой, наверное, за все эти 2 недели минуте, когда мы говорим, что наши дебаты подошли к концу, все 4 встречи были проведены, это здорово, и нам предстоит сделать выбор. Все видели то, что видели, все слышали то, что слышали. Если есть необходимость, все эфиры сохраняются, можно пересмотреть, можно переслушать. Да, мы старались сохранять максимальную объективность и непредвзятость. Всех, опять же, приглашаем прийти голосовать 26, 27 и 28 марта на свои участки и сделать выбор. Надеюсь, наши дебаты в какой-то мере помогли сориентироваться среди 8 наших участников на данный момент зарегистрированных. Ну а вам, уважаемые кандидаты, мы желаем
удачи. И действительно, жизнь на выборах не заканчивается. Жизнь после выборов продолжается. Всего вам доброго. Спасибо. Немножко